Чеченский миротворец о бое под Улус-Кертом с десантниками 6-й роты 104-го полка ВДВ. Данная статья носит информационный характер и дает возможность ознакомиться с двумя точками зрения – чеченской и российской стороны, на бой десантников 6-й роты 104-го полка 76 ВДТ и чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева. В конце февраля, начале марта очередная годовщина известного боя под Улус-Кертом, в ходе которого чеченцы уничтожили русских каферов-десантников из Пскова. Несмотря на то, что выдумки кремлевской пропаганды об этом бое неоднократно опровергались чеченской стороной, Москва по-прежнему пытается пропихнуть ложь в общественное сознание обывателя и навязать свою трактовку того беспримерного сражения, в котором изможденные двухнедельным зимним переходом чеченские бойцы на голову разбили элитное подразделение российских войск. 20 лет назад, 29 февраля 2000 года, близ Улус-Керта, произошел ожесточенный бой между отборным отрядом оккупантов и подразделением чеченских бойцов. 70 бойцов-добровольцев штурмовали высоту, на которой находилась рота тех самых псковских десантников, которые, как лжет российская пропаганда, якобы сдерживали натиск 2000 боевиков. 1300 чеченских бойцов шли со стороны Шатоя в направлении Дарго-Ведено. Вымотанные долгим переходом, замерзшие, раненые, больные, чеченцы вышли к ущелью реки Ваштар. Разведка доложила, что на высоте между Улус-Кертом и Дуба-Юртом расположился отряд оккупантов, в распоряжении которых минометы. Очевидцы и участники того сражения рассказывают, что после короткого совещания раненый Шамиль Басаев, его несли на носилках с оторванной ногой, приказал Хаттабу отобрать штурмовую группу и атаковать десантников. Хаттаб поначалу отказался, заявив, что колонна, хоть и под обстрелом, но сможет пройти десантников, не вступая в огневой контакт. Однако Шамиль указал на то, что в случае прохода под огнем противника потерь будет несоизмеримо больше, и что под угрозой минометного расстрела окажется арьергард колонны. Затем Шамиль Басаев обратился к Хаттабу и сказал: «Если ты сейчас не выполнишь мой приказ, то в судный день я буду свидетельствовать перед Аллахом, что ты не выполнил приказ своего амира». Услышав эти слова, Хаттаб тут же извинился и приступил к формированию штурмовой группы, которую сам и возглавил. Как впоследствии рассказывал сам Хаттаб, он испугался тех слов Шамиля и того, что в судный день ему нечем будет оправдаться перед Всевышним. Хаттаб отобрал группу чеченцев 70 бойцов-добровольцев. Перед боем к чеченцам с речью обратился Шамиль. А затем начали штурмовать русских оккупантов. Как рассказывают участники боя, поднимались на высотку под ураганным огнем противника с невероятно медленной скоростью. Сил двигаться вверх практически не было. Чеченцы руками помогали себе переставлять ноги. О прицельной стрельбе по десантникам не было и речи. Когда передовая группа взобралась на высоту, перед ними предстала впечатляющая и вместе с тем странная картина. Около 100 трупов русских десантников были свалены в одну кучу, как будто кто-то специально перетащил их в одно место. На лицах всех десантников застыл ужас. Лица были серо-пепельного цвета. Практически у всех были пулевые ранения в голову и грудь почти под горлом. Чеченцы потеряли 25 бойцов, по другим данным 21. Почти все погибшие под Улус-Кертом похоронены в населенных пунктах Веденского района – Тевзана, Махкеты и Хатуни. Как заявлял впоследствии один из чеченских воинов и бойцы штурмовой группы, у всех участников того боя было ясное ощущение того, что они не вернутся живыми домой к своим семьям. Да никто и не хотел возвращаться. Чеченцы шли умирать, в то время, когда русские очень сильно этого боялись. Чеченский амир, имени называю, любивший рассказывать эпизоды различных сражений, практически никогда особо не распространялся о бое под Улус-Кертом. Об этом бое мало рассказывали и другие его участники. Когда горцы пытались расспросить чеченского командира о том сражении, он обычно отвечал коротко: «Это была помощь от Всевышнего». А тем временем российская пропаганда, стараясь исказить реальные события того сражения, продолжает рассказывать небылицы о полчищах боевиков и горстке русских героях. Пишутся статьи и книги, снимаются фильмы и постановки, по ТВ выступают генералы и политики. При этом каждый год русская государственная пропаганда называет разные цифры потерь маджахедов: то 500, то 1500, то 700, это последняя версия. На простой вопрос: а где массовое захоронение боевиков? Московские пропагандисты предпочитают не отвечать. Кстати, в те дни в районе Улус-Керта чеченцами было уничтожено до 200 спецназовцев российской армии.
Однако официальной огласке были преданы только потери среди псковских десантников, о которых невозможно было умолчать, поскольку все они были из одной части и одного города, и все жители Пскова были в курсе этих потерь.